Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас ставить лайки. Я заметила, что мои новости в среднем смотрят 500 человек, а лайков ставят очень мало. Друзья, вам ничего не стоит поставить лайк, а лайк очень поможет продвижению моего канала. К сожалению, Любляна никогда не будет прежней. Уплотнительная застройка навсегда изменит облик Любляны. Например, в нашем районе за Бежеградом британская компания Zetland Capital выкупила огромный участок земли, который начинается от улицы Дунайска цеста и заканчивается Словенчевой улицей. На этом участке расположено здание бывшей типографии, и это здание является культурным наследием. В здании бывшей типографии британская компания провела реновацию и разместила там аж 6000 квадратных метров офисных площадей и перепродала данное здание скандально известному словенскому бизнесмену Йоже Печечнику аж за 16 миллионов евро. А на оставшихся земельных участках данная британская компания планирует построить жилищные комплексы. И для данной постройки придется снести магазин «Шпар» и автостоянку. Также на данном земельном участке расположен Институт метеорологии. И получается, что вокруг него будут построены жилые дома. Планируется разместить в этих жилых домах 300 квартир. Дома будут высотой аж 8 этажей и 2 этажа подземных паркингов. По меркам Любляны это очень высокая застройка. И я не слышала, чтобы британская компания планировала на этих земельных участках разместить, например, поликлинику, садик или школу. То есть получится, что будет новых 300 семей, и все эти люди создадут дополнительную нагрузку на ближайшую инфраструктуру. И это, конечно же, нас не радует. Цыгане, живущие в Словении, представляют угрозу не только для местных жителей, но и для самих себя. Произошла перестрелка в цыганском поселке Шмигель недалеко от города Новоместо. В результате перестрелки пострадал ребенок. 51-летнего подозреваемого уже поймали. Ребенка удалось спасти. Но на этом история не заканчивается. Возмущенные жители подожгли дом подозреваемого. И его семья осталась абсолютно без всего. Жена подозреваемого жалуется, что они остались голыми и чудом спаслись. А ведь у подозреваемого 7 детей и 1 внучка. Чиновники сами не понимают, как решить проблему цыган. Они хотят ввести новые законы, которые бы призывали цыган к порядку. Но, видимо, страх перед цыганами останавливает их. Словения примет около десятка тяжело раненых детей из Газы. Они пройдут лечение в реабилитационном центре Сочи. Не путайте с российским Сочи. Помимо лечения и реабилитации, правительство Словении из бюджета на помощь пострадавшим семьям в Газе выделит 700 000 евро. В родильном доме в Постойне медсестры берут по 8 капель крови у каждого новорожденного в течение от 48 до 72 часов после рождения. Данное тестирование в Словении длится уже полгода и помогает выявить тяжелые генетические заболевания на ранней стадии. За первые полгода уже удалось обнаружить у 2 младенцев на ранней стадии тяжелые заболевания. У одного сразу после рождения диагностировали муковисцидоз, а у другого тяжелый врожденный дефект иммунной системы. А также в ходе пилотного тестирования у одного новорожденного выявили спинальную мышечную атрофию. Малыш уже получил генную терапию. Так что, как мы видим из этой новости, медицина в Словении не так уж и плоха. Друзья, и в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне завтра? Завтра в Любляне вечером ожидается слабый дождь. Температура от +7 до +17 градусов. Ветер слабый 2-3 метра в секунду. Порывы до 6 метров в секунду. Спасибо, Алиса. Благодарность – лучшая награда для меня. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока!